В эфире информационный выпуск Амшейх Шара. Здравствуйте. Вопросы дальнейшего укрепления деловых, образовательных и культурных связей Адыгеи и Абхазии обсуждались на встрече секретаря Совета Безопасности Мухаммеда Килба с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Встреча состоялась накануне в Майкопе в ходе визита Мухаммеда Килба в Адыгею. Мухаммед Килба прибыл в Адыгею для вручения юбилейной медали за победу участникам боевых действий в Отечественной войне народа Абхазии. Как сказал Мурат Кумпилов, в Адыгее всегда рады визиту представителей Абхазии. История во все времена доказывала нерушимость братских уз наших народов. Давние исторические связи, существующие между Адыгеей и Абхазией, позволяют сегодня успешно выстраивать взаимовыгодные отношения. Сегодня Абхазия держит курс на динамичное развитие, и мы считаем крайне важным продолжать расширять наше сотрудничество, подчеркнул Кумпилов. Мухаммед Килба отметил, что жители Абхазии помнят о той помощи, которую оказала им Адыгея. В ходе встречи также были обсуждены вопросы поддержки ветеранов войны и семей погибших. Ветераны из Союза абхазских добровольцев Республики Адыгея рассказали о своих планах по участию в развитии садоводства по старым черкесским технологиям. Глава Адыгеи дал поручение проработать возможность реализации данного проекта. Отдельно был рассмотрен вопрос социальных выплат участникам боевых действий. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» поддерживает инициативы представителей общественности по поводу принятия парламентом закона о декларировании доходов и о противодействии коррупции, а также разделяет беспокойство граждан по поводу разведки и предполагаемой добычи углеводорода на территории Абхазии. Об этом в интервью абхазскому телевидению сказал зампредседателя ФНА, советник президента Владимир Зантария. Я считаю, что те предложения, которые выдвинуты общественностью в последнее время по 20 статье соответствующей международной конвенции, они вполне правомерны. Я думаю, что в целом общественность поддерживает. Ну и в государстве, я уверен, что тоже это находит соответствующую поддержку. Мы не можем взирать равнодушно на те явления, те негативные процессы, которые могут подтачивать основу государственности. Поэтому вот те законопроекты, которые сейчас вносятся, и те, которые уже были приняты парламентом, у нас есть действующий закон, насколько я знаю, о противодействии коррупции. И насколько я знаю, из беседы с президентом, он внес в парламент, это не сейчас, достаточно прошло времени, с тех пор, как он внес в парламент законопроект о борьбе с организованной преступностью. Этот закон как раз там подразумевает и коррупцию тоже, в первую очередь, потому что организованная преступность, она предполагает как раз этот негатив. Поэтому все это надо поддерживать. Я знаю позицию руководства Форума народного единства по этому вопросу. На политсовете мы этот вопрос поднимали. Мы поддерживаем эти предложения. Надо добиться того, чтобы деятельность чиновников разных уровней, в первую очередь высокого уровня, она была бы прозрачной. То есть пусть никто не думает, что мы не беспокоимся об этом. Мы должны беспокоиться, и мы не просто должны говорить, но мы должны способствовать тому, чтобы такие законы принимались, но и не только принимались, но они выполнялись. А что касается нефти, я и раньше говорил, и сейчас говорю не один я, и в руководстве достаточно людей, которые переживают за это, потому что мы не можем не беспокоиться о экологической безопасности нашей страны. Если приняты были какие-то документы, какие-то постановления и соглашения, связанные с разведкой нефти, да, в Абхазии, на территории Абхазии, в морском шельфе или там, неважно, здесь на участках отдельных, то если там что-то упущено в плане экологических гарантий, то это надо наверстать, потому что не бывает
законов, соглашений, документов, которые невозможно было бы усилить существенными поправками, учитывающими национальные интересы государства. Поэтому, исходя из тех разговоров, из тех дискуссий, которые шли в парламенте все эти дни, правильным был бы логичным вывод о том, что надо еще раз сесть, поработать над всеми документами, теми, которые раньше были приняты, теми, которые пролонгированы в последние годы, в последнее время. 543 зарубежных соотечественника получили гражданство Республики Абхазия в 2018 году. Об этом сообщил министр по репатриации Беслан Бар, выступая на расширенном заседании Совета Общественной палаты, посвященном проблемам репатриации и факторам, влияющим на процесс возвращения абхазских соотечественников на историческую родину. Сегодня представители абхазского этноса живут в 53 странах мира, но самая большая диаспора в Турции. По подсчетам некоторых экспертов, численность абхазов за рубежом достигает от 500 тысяч до 800 тысяч человек. Некоторые даже называют цифру 1 миллион. Беслан Бар подробно рассказал членам Общественной палаты о работе Министерства репатриации. Он отметил, что, несмотря на непростые социально-экономические условия, процесс репатриации в Абхазии продолжается. На Алакове продолжит тему. Для абхазского государства одним из главнейших вопросов является возвращение на историческую родину соотечественников, проживающих в других странах мира. Репатриация – это не просто возвращение на родину. Вместе с людскими ресурсами в страну приходит капитал, бизнес, новые технологии. И все должны понимать, что построение современного абхазского государства, минуя соотечественников, невозможно, убежден министр по репатриации республики Беслан Бар. Наше общество должно выработать такую идеологию, что построение современного абхазского государства, минуя своих соотечественников, невозможно. Наша диаспора и из Турции, и из Сирии, Иордании, других стран, вот именно в период Отечественной войны народа Абхазии оказала мощнейшую поддержку и людским ресурсом, и финансами. Сейчас в Абхазии проживает до 3000 репатриантов, вернувшихся в разные годы, преимущественно из Турции и Сирии. Но для более успешного процесса возвращения абхазов на родину нужна продуманная государственная программа, отмечалась на встрече. Однако и здесь есть свои трудности. Бюджетного финансирования, которым располагает Министерство по репатриации, это всего 150 миллионов рублей в год, не хватает для решения многих проблем. С финансами, которыми мы располагаем, расписать программу на 5 лет или же на 10 лет 100, 140, 150 миллионов. 150 миллионов, вот второй год пошел, мы небольшую одну программу запустили, 500 с чем-то заявлений на получение, 500 с чем-то семьи ждут жилье. Чтобы 500 квартир нам построить, нам нужно 500 миллиарда денег. Я не знаю, даже не хватит 500 миллиарда. А можно ли за 150 миллионов построить такие дома? Многие абхазы, проживающие в Турции и других странах, ни разу не были на своей исторической родине. Они просто не могут себе позволить дорогостоящие перелеты всей семьей. Поэтому есть смысл для начала наладить морское сообщение. Минимум $1200. Может ли сегодня средняя абхазская семья в Турции вместе со своими детьми приехать и погостить хотя бы 1 неделю в Абхазии? Если у нас заработает аэропорт, если у нас хотя бы морское сообщение в месяц 3-4, я уверяю вас, очень многие хотят побывать на своей исторической родине. Говорить о репатриации, люди, которые 150 лет тому назад покинули эти земли, не увидев его заново, и репатриироваться на эти земли, друзья мои, это сложно. Еще одна проблема – это изучение родного языка. Сегодня 4 учителя абхазского языка из нашей страны работают в Турции. С сентября Министерство по репатриации планирует открыть курсы абхазского языка в столице Иордании – Аммане. Для наших соотечественников оказывается новая среда, языковая среда оказывается совершенно незнакомой. Поэтому этим людям очень сложно освоить свой родной язык. Создать условия без проблем. Понимаете, сегодня этими вопросами занимается и Комитет по государственной языковой политике.
Сегодня этими вопросами занимаемся и мы. Сегодня 4 учителя работают в Турецкой Республике. Сегодня Иордания ставит вопрос, чтобы при Диван-Абазе в Омане, чтобы были курсы изучения абхазского языка. С сентября мы обязательно начнем. Абхазы, вернувшиеся на историческую родину в течение 5 лет, имеют статус репатриантов. Министерство по репатриации репатриантам выплачивает единовременные пособия по рождению ребенка. 30 тысяч рублей за первого, 40 тысяч рублей за второго и 50 тысяч рублей за третьего. За 2018 год абхазы, вернувшиеся на историческую родину, заключили 17 браков. В семьях репатриантов родилось 25 детей. Беслан Бар сообщил, что в 2019 году планируется завершить строительство 4 домов для репатриантов. Министерство по репатриации также проводит большую культурно-просветительскую работу. К примеру, в мае этого года планируется проведение форума молодежи и студентов абхазской диаспоры, а также фестиваль самодеятельных коллективов в Пицунде с участием представителей зарубежных культурных центров. На Алакове Алексей Гухав, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Вопросы становления и развития службы медицины катастроф, организации специализированной экстренной и неотложной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях в Республике Абхазия обсуждались на встрече министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квициния с помощником министра здравоохранения Анатолием Гулиным, которая состоялась в Москве в рамках рабочего визита министра в российскую столицу. Всероссийский центр медицины катастроф совместно с МЧС Абхазии в кратчайшее время проработает вопрос организации визита в Абхазию профильных российских специалистов с целью оказания методологической помощи в становлении службы медицины катастроф в Абхазии. Как сообщает пресс-служба МЧС Абхазии, Лев Квициня также побывал в Московской городской клинической больнице имени Филатова, где встретился с руководством и персоналом больницы, ознакомился с современными методами лечения различных заболеваний, в частности, новыми подходами в оказании экстренной помощи пациентам. В Сухуми состоялся круглый стол, участники которого попытались определить механизмы развития рынка недвижимости Абхазии на среднесрочную перспективу с учетом национальных интересов страны. Во встрече, организованной Центром стратегических исследований при президенте республики совместно с Центром «Мир без насилия» имени Зураба Ачба, приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, представители администрации президента, научного сообщества, общественных организаций и деловых кругов. Подробнее о работе круглого стола в репортаже Али Китрапш. Сегодня в Абхазии тема состояния и перспектив развития рынка недвижимости очень актуальна. Вот почему участники круглого стола решили не просто обсудить состояние рынка недвижимости и основные проблемы в этой сфере, но и выработать конкретные предложения по повышению эффективности управления объектами недвижимости. Рынок недвижимости тоже таит в себе немало перспектив и немало угроз. Все это требует серьезного и глубокого научного анализа. Когда звучат разные подходы, разные точки зрения, создается перспектива для выработки общего мнения. Министр экономики Адгур Ардзинба рассказал о текущем состоянии рынка недвижимости в стране, о действующих нормативных актах, регулирующих его, и о своем видении развития рынка недвижимости в Абхазии. Сложилось так, что за последние годы основным игроком на рынке недвижимости является государство. Связано это в первую очередь с масштабными вливаниями в рамках финансовой помощи со стороны Российской Федерации, в рамках реализации комплексного плана и других инвестиционных программ содействия социально-экономического развития. С 2010 года на строительство и капитальный ремонт более 150 объектов было направлено порядка 13 миллиардов рублей. Это, еще раз говорю, мы отделили инфраструктуру от вложений в недвижимость. Если говорить о частных вложениях, здесь ситуация немного хуже и связана она, на мой взгляд, с одной стороны с низкой инвестиционной привлекательностью, с другой с отсутствием достаточного объема инвестиционных финансовых ресурсов внутри банковской системы Абхазии. Хотя за последние годы в рамках договоренности с российскими банками нам удалось привлечь более 1 миллиарда рублей заемных средств под коммерческие проекты на территории Абхазии. Этого, как известно, катастрофически мало, потому что, чтобы резко изменить ситуацию, нужно вести речь о десятках миллиардов рублей в год. Также приняты целевые 2 программы правительством в прошлом году, которые направлены на обеспечение жильем отдельных граждан.
Если говорить о перспективах развития частной недвижимости, то это напрямую коррелируется с изменением инвестиционной привлекательности Абхазии, увеличением платежеспособности наших граждан и многими другими факторами. Кроме того, министр подробно рассказал о существующих условиях приобретения недвижимости в Абхазии иностранными гражданами. Как известно, граждане других государств не имеют права приобретать в Абхазии жилье. При этом иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость не ограничены. Первый нормативный акт по ограничению приобретения жилья иностранными гражданами был принят еще в 1995 году. Адгур Ардзенба считает, что ограничения на сегодняшний день по-прежнему актуальны, так как до сих пор не разработаны жилищные, градостроительные, строительные кодексы, отсутствует государственный земельный кадастр и не произведена инвентаризация жилищного фонда. Что произойдет, если вот в этих условиях мы снимем имеющиеся ограничения? На мой взгляд, это приведет к не очень благоприятным последствиям. У нас уровень жизни до 5 раз ниже, чем, например, в соседней Российской Федерации или Турции. Мировая практика показывает, что подобные меры приводят к моментальному росту цен на жилье, и лишь спустя определенный период времени рынок балансируется. Это скорее даже не экономический, а психологический фактор. Вот. Во вторую очередь, но также не менее важным фактором является существенное ограничение нашей банковской системы, которая объективно не в состоянии предложить нашим гражданам, опять же, привлекательные финансовые продукты в виде ипотечного кредитования. Третье, это приведет к существенному росту цен на землю и увеличению теневого оборота сделок, связанных с переуступкой прав на земельные участки, так как по действующему законодательству права пользования, владения землей не являются капиталом, то есть не могут быть оценены. Работы по созданию автоматизированной информационной системы кадастра были начаты еще в 2012 году. Тогда была создана современная спутниковая геодезическая сеть. Приобретено оборудование для нее и произведена аэрофотосъемка для получения картографической основы. Но из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. Начиная с 2012 до 2017 года мы абсолютно в рамках этой программы приобретали и оборудование, и программное обеспечение в других сферах для целей создания кадастра на средства российской финансовой помощи, потому что мы стараемся приобретать самое лучшее для реализации этого проекта, потому что мы отвечаем за этот проект. К сожалению, вот здесь у нас возникал и не решается никак этот вопрос до сих пор. А как только он будет решен, мы настаиваем на использовании современного программного обеспечения, которое отвечает требованиям согласованной концепции. Участники круглого стола также обсудили вопросы правового регулирования использования земель в Республике Абхазия, эффективность управления госимуществом и приватизации и роль государства в регулировании сферы недвижимости. По итогам круглого стола всем был роздан проект итогового документа для обсуждения предложений, рекомендаций и замечаний, а спустя неделю уже с изменениями он будет размещен на сайте ЦСИ. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. 6 марта в Абхазии отметят 90-летие со дня рождения народного писателя Абхазии и России, кавалера ордена Ахзапша первой степени Фазилия Искандера. Юбилейные мероприятия пройдут и в Абхазии, и в России. Так, в Москве в Литературном музее Пушкина в день рождения писателя пройдет вечер, посвященный творчеству Фазилия Искандера. Вспомнить нашего великого соотечественника придут такие знаменитые артисты, как Вениамин Смехов, Геннадий Хазанов, Юлий Ким и многие другие. В рамках мероприятия также будет презентован сборник стихотворений Фазилия Искандера. Памятный вечер, посвященный писателю, состоится и 14 марта в Центральном доме литераторов. Все, о чем я говорю, общедоступные мероприятия. Если кто-то услышит, даже из наших соотечественников, живущих в Москве, все могут прийти. События бесплатные, музей делает вместе с нами. Я, как директор фонда Искандера, организовываю это. Очень надеюсь, и вроде получила уверение Министерства культуры, наше приедет, посольство наше будет участвовать. Я думаю, что будет посольство Ирана, они как-то активно с нами общаются на тему Искандера, ценят его, изучать начинают. Ну вот, каким-то таким образом мы проводим праздничные дни, скажем, в честь 90-летия нашего великого соотечественника. 15 марта на реке Йопшара стартует второй международный открытый кубок Федерации Абхазии и России по ловле рыбы
спиннингом с берега. Соревнования будут проходить 2 дня, сообщает Апснопресс со ссылкой на председателя Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберта Бондаренко. Уже зарегистрировано 26 команд, желающих принять участие в соревнованиях. Из России, Украины, Латвии, Карачаево-Черкесии, Республики Северная Осетия, Алании, а также 2 команды из Абхазии. В судейской коллегии представители Федерации рыболовного спорта России высшей категории. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. С ночи до второй половины дня преимущественно без осадков. Ближе к вечеру дождь. Температура воздуха ночью 0 плюс 4, днем 6-11 тепла. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.